Сегодня мы услышим лекцию на тему «Историко-философская сущность идеологемы современного абхазского общества». Энциклопедический словарь объясняет, что идеологема – это политический термин, часть какой-либо идеологии, элемент идеологической системы. Идеологема всегда эмоционально окрашена. Целенаправленное использование идеологемы является эффективным средством управления массовым сознанием. Тема сегодняшней лекции – это историко-философская сущность идеологемы современного абхазского общества. Квициния Мзиана Багратовна, философ, историк, религиовед, кандидат философских наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран. Круг научных интересов – история религии, социальная философия, история Абхазии. Специализируется по вопросам глобализации и проблемам бытия малых народов, сущности этноидентичности, ментальности, социализации личности в условиях этнических конфликтов. Ведет курс лекций по истории мировых религий, истории мировой культуры, теории и методологии истории. Специализированный курс лекций по истории России, самодержавие как исторический феномен России. Автор более 35 публикаций, среди которых 2 учебных издания «Ключ к истории Абхазии», «Введение в обществознание в соавторстве», учебное пособие для 8-9 классов. Публикуется в журналах «Вопросы философии», «Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке». Я бы хотела эпиграфом нашего общения назвать те 3 важные идеологемы, которые являются сутью предлагаемой концепции, то есть как идеологии, предлагаемой идеологии. Это прежде всего государство, духовность и благополучие. Ахюдкарра, адухатра, айзхазыра. Вот эти 3 идеологемы должны стать, на наш взгляд, основой идеологии абхазского современного общества. Почему? Потому что сегодня как раз-таки процесс глобализации общества происходит довольно-таки разносущностно, разнонаправленно. Глобализация в смысле регионализации, глобализация в смысле покорения целых цивилизационных пространств, вплоть до создания еврохалифата на территории Европы, глобализация на уровне локальных интеграционных объединений. И мы с вами не можем быть в стороне от этих процессов, потому что мы вовлекаемся в эти процессы. И нам очень важно определить нашу идеологию и следовать этой идеологии. Мы должны быть убеждены в своевременности этой идеологии, в том, что она будет работать, в том, что она является именно этничной по отношению к нам. То есть мы говорим о тех идеологемах. Любая идеология, она просто так не формируется. Идеология является результатом деятельности определенных политических групп, которые ее создают для того, чтобы пробиться к власти, для того, чтобы завоевать умы целых электоратов. И, безусловно, в политике это очень имеет большое значение. А идеология существует ли без идеологемы? Конечно же нет. Но идеологема может существовать без идеологии. Это, конечно, интересно. Что такое идеологема в современном понимании? В современном понимании это прежде всего часть
к той самой важной, можно сказать, того замысла, того стержня, который охватывает умы большинства населения. По-другому можно говорить по Бахтину, вы знаете, известного философа и литературоведа, энциклопедиста советского периода. Он дает такое определение идеологемы. Это способ экспликации или репрезентации. Она стержень, замысел. А новейший философский словарь дает подобную дефиницию тоже. И поэтому считается, что идеологема в российском современном обществе является результатом осмысления предыдущего периода, советского периода. И считается, что основной идеологемой советского периода был тоталитаризм как понятие. И поэтому можно назвать идеологему как концептуальная единица. Ее нужно так понимать. Она как мировоззренческая установка. И она мыслительная универсалия, можно сказать. И сегодня даются различные классификации идеологем. Идеологем, как, допустим, гештальт-классификация. Это означает идеологема свобода, равенство. Или фрейм-идеологема, допустим, по отношению к личностям, президент. Или архетип. Архетип, который тот конструкт, который вбирает в себе и сознательные, и бессознательные, так сказать, мыслительные и повседневные отношения, понятия. Идеологема тоже в виде понятий. Например, герб, флаг, гимн, страна. И поэтому в том или ином обществе должны быть универсальные идеологемы. Например, вы знаете, Филофей был такой монах Елизаровского монастыря, из истории России вспомним. Он выдвинул в эпоху Василия III, когда шел процесс формирования российского централизованного государства, тезис «Москва, Третий Рим». Это стало идеологемой того общества, потому что центром православия становится после падения Византии Москва. И другая идеологема, которая основана на великодержавности, это, вспомним, теорию официальной народности министра просвещения Уварова, который как раз-таки православие, самодержавие, народность объединил 3 идеологемы в одно. И сегодня что является идеологемой для России? На этот счет идут большие споры. Одни предлагают те же самые пространственные идеологемы. Например, такая идеологема, как регионализм. Поддержание этой идеологемы как необходимость сохранения целостности Российской Федерации. И в современном китайском обществе, например, если мы возьмем конфуцианство, которое сыграло важную роль в культурно-историческом развитии Китая, сегодня от конфуцианства идут такие идеологемы, как жень, гуманность, дао, путь, жу, сяо. Сяо – это почтительность, жу – это мудрость, ли – это закон. То есть они отражают традиционные китайские ценности, но они сегодня имеют хождение, они охвачены сегодня в ментальности этих народов. И, например, в свете политических событий в постсоветском пространстве, вспомнить цветные революции, они тоже являются, революция стала модным понятием, то есть идеологемой. То же самое сегодня к Белоруссии можно отнести какую идеологему? Нейтралитет становится важной. Или к современной политике, если учитывать современную, анализировать политику Турции, какая идеологема возникает? Неоосманизм. И, соответственно, в Европе
Европейские ценности подвергаются как никогда, так сказать, подвергаются испытаниям, и толерантность, традиционная европейская толерантность и терроризм. Вот две идеологемы, которые противостоят и, соответственно, должны решать судьбу Европы. В этом смысле то есть отказ от толерантности и начало борьбы с терроризмом превалирует постепенно в сознании тех же европейцев. Поэтому мы должны задуматься над тем, а что является идеологемой нашего общества, абхазского, безусловно, это ахюнткарра, это государство, это понятие, которое увязывается с сохранением этноидентичности. И в этой связи выдвигаются мнения о необходимости объединения разделенного народа в результате массовых потоков махаджирства, и чтобы полноценно функционировало общество, потому что нас объединяют общность языка, общность традиций, культуры в целом. Абхазы не воспринимали государственность без истории. Там, где история, там и есть государство, потому что государство глубоко вошло в понятие ментальные, этнические структуры сознания. Кто-то может поспорить и сказать: нет, не мог простой абхазский крестьянин мыслить государственно, то есть мыслить о понятии государства. Да, понятие государства сегодня для нашего восприятия ново, но оно ново именно в современной, учитывая современную язык политической науки, политологии. Но государство, оно как понятие, эта идеологема подменяет другое понятие, родной очаг. Земля, ахштара, истоки, то есть что, без чего не мог жить абхаз. Даже в нардском эпосе мы находим название нашей страны, Апсны, страна души. Именно мы читаем это в нардском эпосе. Значит, государство, как в том значении, в каком воспринималось где-то в архаические исторические времена, оно, можно сказать, синонимично тому пониманию, которое мы вкладываем сегодня. Это нужно проследить на примере исторического анализа. Историческая память существует на этот счет, и поэтому в написании истории новейшего времени Абхазии существует живая история, которая нам может дать большой материал, объясняющий все то, что пережил и переживает этнос. Поэтому мы должны сочетать эту живую историю с неживой, то есть с историей, которая написана, которая зафиксирована и в архетипах, в артефактах, и в письменных источниках, в различных исторических свидетельствах. В этом смысле очень верно подметил Морис Хальбвакс, известный немецкий философ начала XX века, в своей работе «Коллективная и историческая память». Он выделяет не только индивидуальную, личную память, он говорит о коллективной памяти. И в этом отношении он указывает на то, что он сравнивает историю с кладбищем, где пространство ограничено и где все время приходится находить место для всех новых могил. То есть нация должна ощущать несущим себя в потоке жизни, который время от времени обращает внимание на то, что происходит на берегу. Это, конечно, для большой нации. Морис Хальбвакс пишет о своих детских воспоминаниях, когда он был явно свидетелем уличных боев во время революции во Франции. Но
и эта живая память, сохранившая в его сознании как некая схема, какой-то образ, налагает на него подобное определение. То есть здесь устойчиво сливается индивидуально-этническое и общественно-этническое. А у малого народа, то есть член малого этнического сообщества, он более остро ощущает нахождение своего места вот в мире этих противоречий. То есть он выходит за рамки «я» и становится «мы». То есть он вливается в коллективную память, и где приобретает такой национально-этнический смысл его поведения. И потому он не может мыслить себя вне этноса. В этом смысле, конечно, мы можем определить те идеологемы, которые исторически формировались у нашего народа. И изначально, если говорить с времен, античных времен, то, безусловно, эта идеологема, как сказать, город-государство. Город-государство, то есть то же самое диаскурия, те же самые отношения, которые устанавливались между этносом и греческим элементом. Или, допустим, понятие апсуа, которое возникает в конце VIII века, и оно становится идеологемой этой общности, то есть создается эта общность. Или, например, чувствование родной почвы. Почва штара, эта идеологема возникает в XIX веке, потому что этнос находится фактически в гонимом состоянии, он вовлечен в борьбу и часть из них вынуждена покидать эту страну и осваивать другую почву. Почвенническая почва, она становится идеологемой для того потока людей, которые оказываются на чужбине. И, конечно же, в советское время, в советский период идеологемой абхазского общества становится самосохранение, то есть самосуществование. Как абхазский этнос вынужден войти в свое внутреннее состояние, внутреннее «я», чтобы как-то оградить, сохранить свою целостность в условиях ассимиляторской бериевской политики. Идеологемой уже 90-х годов становится понятие государства, возможность государства. И здесь нельзя не сказать о той великой роли, которая в коллективном, будем говорить, рефлексировании сыграл наш первый президент Ардзинба Владислав Григорьевич. Без этой, как бы сказать, этой идеологемы, которая выросла из истории народа, она была подхвачена, она была осознана, она была воспринята первым президентом и подана этносу в том ключе, в каком требовала именно сложившаяся ситуация. Поэтому историки говорят, сложились удобные, объективные условия и субъективные начала. Вот этот союз как раз-таки дал вот этот всплеск национально-освободительного движения, который при коллективном рефлексировании нашего первого золотого парламента привел к утверждению той идеологемы, которая называется абхазская государственность. И, конечно же, если мы будем исторически делать такие, как бы сказать, выводы, то получается, что формы государственности Абхазии, если перечислять, то вырисовывается уникальная картина. Оказывается, этнос жил вне государственного, так сказать, оформления, я не говорю о содержании, вне государственного оформления всего несколько десятков лет. А все историческое время существования этноса, этнос переживал вот те определенные, можно сказать,
родные, очаговые, авштарейпш, или и в виде адгил, абсадгил, и в виде хюнткара эти формы государственности. Я буквально перечислю. 13-12 века до новой эры – это государство Каску, если мы начнем с той далекой истории. Апсны, страна души, мы находим это в нардском эпосе. Царство Аета. Царство – это форма государственности. Если мы будем говорить о Колхидском царстве. Санигия, Апсилия, Абазгия – это государственные образования, которые имеют свое этническое лицо и, соответственно, о котором мы прекрасно читаем, знаем у Флавия Ариана, у Плиния Секунда и у многих других древнегреческих, древнеримских источниках. Абазское княжество. Абазское княжество, оно фиксируется в истории Абхазии не так уж длительное время оно занимало, но оно существовало, потому что оно было, Апсилия вошла в состав Абазгии, и владетельный князь Леон I, так фиксируется в истории Абхазии, являлся правителем этого княжества. Дальше Абхазское царство. Безусловно, это один из самых, ключевых этапов в истории Абхазии. Затем Абхазское владетельное княжество. Княжество как форма правления, владетельное получает вот эту преемственность власти от Абхазского царства. И вот тут происходит маленький перерыв. Этот перерыв вызван как раз-таки утерей государственности, то есть упразднением Абхазского владетельного княжества в 1864 году и переименованием его в Сухумский военный отдел Российской империи. Военное управление извне фактически лишило вот этой формы государственности. Но это отнюдь не означает, что абхазы не чувствовали своей этнической идентичности и не чувствовали единства со своей родиной и не болели или не выражали свое отношение именно к ней. Об этом свидетельствуют события 1914 года, в годы мировой войны. Это, абхазская удаль на фронтах мировой войны, она общеизвестна. И она указывала на то, что абхазское дворянство именно та сила, которая может возродить государственность. И она же возродила эту государственность. И мы можем сказать, мы вернулись к понятию Абхазия в 1919 году. И затем уже с установлением советской власти Советская социалистическая республика Абхазия, которая просуществовала до 1931 года, затем и все же ограниченная, но границы, по крайней мере, исторически точно определенные, автономная ССР Абхазия. И 1990 года, можно сказать, Советская социалистическая республика Абхазия с 90 по 92 год и уже с июля 92 года Республика Абхазия. Если мы так призадумаемся над всеми этими историческими формами государственности, которую пережил наш этнос, то мы можем сказать о том, что идеологема государства в разных формах, словесах, в разных синонимичных словах, она всегда присутствовала. Поэтому остро чувствуется, когда в народе, когда начинают расшатывать основы этой государственности. И тут вступает, конечно же, в силу то коллективное рефлексирование, о котором мы говорили. Поэтому, и это еще раз доказывает о наличии, так сказать, этого рефлексированного народа. Есть еще другая идеологема, вокруг которой сегодня очень многие говорят. Это, конечно, духовность. Все ждали, что я скажу, апсора. Апсора, безусловно, является ключевым компонентом и духовности. Но духовность – это понятие куда шире, потому что вбирает в себя
все то, и материальное, и Апсора, все те свойства, все те достижения того населения, которое населяет Абхазию. Мы не должны забывать, что Абхазию населяют многие народы, то есть Абхазия полиэтничная страна, и поэтому, хотя государствообразующим компонентом является абхазский этнос, и поэтому в духе Апсора, сохраняя духовность и толерантность, и сосуществуя с представителями других этносов, мы должны соблюдать вот эту вторую идеологему, которая называется Адохатра. То есть Адохара – это означает Аламус и Апсора, во всех проявлениях Апсора и проявления культуры других этносов воедино. Вот тогда устойчивость, монолитность населения Абхазии, оно будет крайне высоким, и народ сможет дать ответы на внешние вызовы. Только тогда мы можем это сказать. То есть, как говорил, сохранение ментальности с одной стороны, с другой стороны сохранение наследия и современного, так сказать, состояния, толерантного состояния в отношениях друг к другу дает нам возможность развиваться и утверждать государственность. То есть само государство. Идеологема государства, она фактически присутствует, потому что она уже работает. Потому что чисто, если даже с формализованной точки зрения мы будем говорить, мы имеем все социальные институты, которые характеризуют государство. Мы имеем те определенные уже достижения, которые формируют государственность в строительстве государства. Главное, важно, что сохранить эти достижения и, безусловно, не манипулируя какими-либо прагматическими соображениями, дальше развивать эту государственность. Но государство вместе с духовностью, оно является важным путем для чего? Для процветания. Поэтому изначально мы выделили эти три идеологемы, которые взаимосвязаны. В свое время, как бы сказать, многие философы указывали на то, что когда этнос начинает говорить об этноидентичности, то он переживает состояние кризиса. Нет, мы не переживаем состояние кризиса, мы переживаем состояние становления, то есть состояние воссоздания государственности, но становление определенного стиля поведения и мышления, государственного, политического мышления. Поэтому в условиях, безусловно, мультикультурализма, в существования других этнических единиц. Ну и, конечно же, важно и то, что Апсора, как компонент этой идеологемы, обладает определенной способностью рождать героев, то есть пассионариев в конфликтных ситуациях. Такими пассионариями были, конечно, наши президенты, особенно наш первый президент, который сумел объединить и коллективное, и бессознательное, и сознательное начало в народе, и, соответственно, привести народ к этой идеологеме, к утверждению этой идеологемы государства. Потому что нужно быть честными с самим собой. Многие наверняка никак не верили в то, что возможно реально воссоздание этого понятия, реально, что может существовать государство. Но мы
в этом смысле и памятью благодарны, и, соответственно, и несем с собой ту очень большую ответственность перед историей, чтобы сохранить это достояние. И потому что всегда правящий на начальном этапе становления национальной государственности в борьбе за сохранение интеллигенция и правящая элита воедино должны стать центральной авангардной силой, которая ведет к сохранению и развитию этнической целостности. Особенно не допускать усиления олигархии, стремящейся к власти, надо предотвращать разобщенность политических групп, необходимо рассматривать те ценности, квазиценности, которые внедряются в наше общество, и мы в соответствии с нашими важнейшими духовными ценностями, ядром которого является Апсуара, должны монолитно в союзе с правящей элитой решать определенные, даже судьбоносные вопросы. И эти вопросы, они рефлексируются этносом. И поэтому правящая элита всегда должна чувствовать дыхание рефлексирующей толпы. Это не толпа, рефлексирующего народа. И тогда мы будем говорить, что мы имеем гражданское общество в абхазском оформлении. Спасибо за внимание. Развитие капиталистических отношений на территории Абхазии, будет ли оно влиять на Апсуара? Развитие капиталистических отношений, безусловно, уже влияет на Апсуара, и не наблюдать это мы не можем. Но в любой духовной системе существует ядро, которое всегда является кодом жизни этноса. И если мы не будем излишне репетировать или излишне увлекаться не абхазскими, будем говорить, не этничными такими ценностями, и забывать о том, что мы все же малые народы должны представлять собой определенный комплекс идентичности, то тогда, конечно, развитие рыночных отношений ни в коем случае не мешает развитию Апсуара. Они должны идти, вот как бы сказать, это взаимные процессы. Ведь же японцам не помешало оставаться японцами, при том, что эта страна высокоразвита. Также не помешало оставаться и евреями. И многие примеры из истории вы знаете. Нам ничего не мешает оставаться теми, кто мы есть, притом развиваться в русле достижения современного научно-технического прогресса и в русле рыночных отношений. Но вот только нельзя переходить ту грань, которая стирает эти ценностные начала, заложенные в самом Апсуара. К сожалению, в повседневной жизни мы с этим сталкиваемся. И поэтому я хочу, пользуясь моментом, призвать наших представителей этносов, когда они сталкиваются с подобным, когда к ним обращаются, или это будет в момент торговых отношений, или это будет в момент отношений административных и других, соблюдать те, можно сказать, устоявшие принципы общения между людьми, которые зафиксированы испокон веков в Апсуара. Это уважение друг к другу, это терпимость, это учет мнения, это допущение иного мнения, это не самовыпячивание, это не озлобление, это не выделение себя как такого, знаете, чуть ли не царя положения. Вот если бы мы будем в повседневной практике хотя бы соблюдать это равновесие, то, на мой взгляд, это не угрожает, наоборот, поможет развитию нашей государственности.
Итак, делая выводы после лекции, мы можем сказать, что предлагаемая концепция, содержащая 3 идеологемы – государство, благополучие и духовность, вполне могут стать основой современного абхазского общества. Ну а мы с вами прощаемся до следующей пятницы.